Какие причины могут стать для отказа на заключение родства с тейпом юноши? Ломары были первыми. Кровные вместе и родственные связи. Правильно. Юные знатоки проверяют себя на знание ингушских обычаев и традиций. Луамароек, Аманси, Зиракаш, Зама. Всего 4 команды. Каждую в викторине представляют по 2 человека. Это ученики 7 и 11 классов. Первый раунд состоит из 21 вопроса. Сколько этажей имеют боевые башни? Боевые башни имеют 5 этажей, а иногда и 6. Правильно. Между брейн-рингами следуют другие состязания на ловкость. Во втором туре фестиваля ребятам необходимо на скорость надеть на манекены национальные костюмы. Видно, что ребята волнуются. Муслиму Бачалову немного подвел ее компаньон. Я, конечно, переволновалась и ждала, пока он закончит, поэтому нервничала. Ну ты закончила первая, по-моему, да? Я не знаю, А жюри что тебе сказали? что первой закончила. Как оценили твой результат? Сказали, что без ошибок. Но здесь важна была не только скорость, но и конечный результат. За этим пристально следило жюри, которое по итогу выносило свой вердикт. И сколько ты дашь? В общем. Ошибка. Еще смотри. Рубашка в другую сторону. Орай. Это вообще самый низкий балл был. Ну а далее еще одно испытание. Школьников проверяют на знание ингушского языка. Перед командами лежат 100 карточек. Им необходимо за 7 минут разложить их таким образом, чтобы каждое слово на ингушском языке соответствовало русскому. А 25 карточек и вовсе пустые. Их необходимо подписать и перевести. Пройти такие задания было сложно даже самим организаторам, которым и пришла идея провести этот фестиваль. Когда по итогам прохождения времени наша команда смогла ответить только на 70% ингушских слов, это было чуть-чуть стыдно. Поэтому я сам понимаю, что если мы, представители старшего поколения, настолько мало знаем ингушский язык, у нас должны быть проекты по сохранению и ингушского языка, и ингушских традиций. И этот проект, я думаю, что в системе, игровой системе это будет намного актуально для молодежи. Фестиваль масштабный в общей сложности. В нем примут участие более 160 школьников со всей Ингушетии. Конкурс интересный, бириш заинтересован желание ёлыш кичо я хабехтап конкурс ищи вегалга мохтабалыры бир интерес чигалыры вегалга мехта. Узнал очень много нового о своей республике, например, про месяца. До этого я их не знал, выучил сейчас недавно. Еще узнал, когда были приняты флаги, флаг, герб, гимн моей республики и кто был их автором музыки и слов. Республиканский фестиваль-конкурс ингушской культуры «Этно» среди школьников приурочен к 30-летию возрождения региона и к году нематериальных культурных ценностей, который объявлен в стране в 2022. Организаторами фестиваля являются Комитет по делам молодежи совместно с библиотечной системой Республики Ингушетия. Нам помогают общественники, это фонд «Этнос» и студия танцев «Ритмы гор». Охватывает мероприятие все районы Республики Ингушетия. Мы проведем такое же мероприятие в Малгобекском районе, Сунджинском районе, Джайравском районе и вот это Назрановский. Финалисты будут участвовать в республиканском мероприятии. Конкурс проводится при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организаторы планируют провести финальный этап фестиваля в Агикале. Зелимхан Калоев, Рамзан Зурабов, Новости 24.